уроками и тем, что я использовала во время дистанта, использую до настоящего времени. Организация контроля занятий по биологии и географии в онлайн-формате. Ну что такое ЦОР? Да, все мы с вами знаем, ежедневно используем на уроках, особенно у нас в предметах естественной научной направленности. Зачастую в школах не хватает материально-технического оснащения, чтобы все показать. Поэтому на уроках ЦОРа мы используем очень активно. Также очень удобно ЦОР использовать при проверке и организации знаний. В курсе изучения географии у нас есть такая тема, как изучение номенклатуры. Номенклатуру мы начинаем учить уже с 5 класса. Дети учить номенклатуру не любят. Им это скучно, неинтересно, они не понимают, для чего это все необходимо. Но на самом деле знание номенклатуры не проверяется и при написании в ВПР, и в ОГЭ, и в ЕГЭ, когда детям необходимо сдавать экзамены. Пробовала разные варианты: заставить, попросить, как-то смотивировать детей учить номенклатуру. Да? Это был просто обычный выход к доске, где ребятам необходимо было на карте показывать там страны, столицы, либо какие-то географические объекты, либо же выдавала там ребятам немую карту, где они обозначали географические объекты. Но это все им было не особо интересно и скучно. И несколько лет назад я для себя нашла сайт, который называется matolskih.ru. Сразу говорю, я не пропагандирую, мне ничего за эту пропаганду не платят. Он на самом деле мне очень нравится, потому что он простой, у него довольно интересный функционал, и тесты постоянно обновляются. Можно перейти с вами. Соответственно, он такой довольно очень просто устроенный, да, если вы здесь посмотрите, здесь есть такие вот вкладочки, да, где показаны разные ссылки на разные тесты, либо же, вот мы можем сюда перейти, ну и, соответственно, выходит карта. Сначала карта немая, и здесь будут идти задания. Так, ждать не будем, пока я не покажу. Соответственно, допустим, в изучении географии в 8-9 классе у нас необходимо, чтобы проверить у ребят знания по субъектам Российской Федерации и на знания городов Российской Федерации. Ну, соответственно, пользуясь этими картами, да, у ребят выходит табличка с заданиями, им необходимо там, да, выплывать какой-то субъект, например, покажите Калининградскую область. Да, соответственно, насколько хорошо вы знаете Россию, допустим, покажите Калининградскую область. Да, ребенок на немой карте ищет Калининградскую область. Если он показывает правильно, верно, то она подсвечивается зеленым цветом. Допустим, ребенку нужно было показать Тамбовскую область, он ее определил неправильно, на карте она будет подсвечена красным цветом. Также, если вы посмотрите, в левом нижнем углу здесь идет хронометраж, отсчитывается время, за которое ребенок выполняет тот или иной тест. Ну и, соответственно, в конце прохождения теста у него выводится процент выполнения задания и за какое время